Всем привет, меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся в селе Нюшим. Здесь мы продолжаем делать отделку дома из профилированного бруса. Буквально недавно мы его построили. И уже посмотрите, в каком он состоянии. Заказчик не стоит на месте. Очень тоже активный человек. Буквально недавно здесь была не очень ровная площадка. И мы просто на голом поле поднимали дом. На текущий момент уже за нашей спиной, можете посмотреть, сделан нормальный, качественный забор, пробурена скважина. Мы делаем внутреннюю отделку. Сейчас все детально покажу. И параллельно уже работают электрики. Пойдемте, всю эту строительную мощь вам покажу. Перед нанесением масла мы делаем шлифовку дома. Убираем неровности и убираем смолы, чтобы текстура была ровной. Как видите, сюда уже нанесли грунт. Первый слой. Цвет преобразился. Посмотрите, каким он был и каким стал. И это всего лишь грунт. Дальше мы нанесем масло. Текстура будет выделена. Цвет дома будет очень красивый и благородный. Все увидите уже скоро. Чуть попозже расскажу о электрике данного дома. Там очень мощный, интересный щит. Покажу, что внутри. Чуть попозже все расскажу. За короткий период было выполнено очень много работ. По наружке, как видите, мы шлифуем дом. Уже заделали торцы герметиком. По внутрянке уже обшили потолок. Это видно. Шикарно. Второй этаж тоже готов. Прекрасно. И занимаемся уже банным помещением. Прекрасно. Даже кирпичи уже, посмотрите, все на месте. Кирпичики уже приехали. Прекрасно. Посмотрите, какой мощный каркас. Здесь будет полог, на котором будут сидеть, лежать и париться. Все на П-образках, все очень жестко. Крепления жесткие, мощные. Такие крепления. Как все держится. Очень все жестко. Посмотрите, все проклеено, то есть никакая влага не будет проникать в древесину. Очень все герметично везде. Обратите внимание на пленку. Все очень герметично. Прекрасно. Так, и там у нас желоб. Помещение покрыли специальной фольгированной пленкой, пленкой Заспан. Это пленка для бани саун, чтобы тепло отражалось. И также по рейкам, по направляющим обшили вагонкой. Как шикарно выглядит второй этаж. Очень шикарно, очень красиво. Сделали пол из специальной шпунтованной доски. И обшили стены, вот фронтон, потолок имитации бруса. И как видите, электрики тоже уже вывели электричество. Все очень оперативно, все очень быстро.
как быстро преображается дом. Посмотрите, какая красота, как шикарно выглядят стены, да, и уже и розеточка вон там есть. А здесь скоро будут светильнички. Шикарно, шикарно. Дмитрий электрик. Сейчас мы пробежимся по дому и вкратце расскажем о разводке электрики в доме. Вау! Что-то грандиозное. Рассказывай. Здесь у нас все написано, чтобы клиенту было понятно, что за что отвечает. 1, 2, 3. А, вот и подписано, да? 1, 2, 3. То есть я прекрасно знаю. Я теперь знаю, что... Блин, понятно, хорошо. А слушай, а это что такое вот мигает? Вот здесь тоже что-то помигает. Это что такое, например? Давай расскажем. Это у нас реле напряжения. Для чего оно нужно? При обрыве нуля, как мы знаем, в дом может прилететь 380 вольт. Начнет выгорать техника. Для этого вот эта вещь туда устанавливается. То есть она делает такую защиту, что выключается на 10 секунд. При этом не дает момент такой, чтобы не сгорала техника. Вот. Дальше это у нас идет GSM модуль. Зачем? Это, как вы знаете, мы устанавливаем на деревянные дома мастер-клавишу. Да? То есть, когда выходишь дома, выключаешь еще одна защита. А это у нас удаленно. То есть, есть вот такая программка, сейчас я покажу. Называется она вот так вот, Simple GSM Control. Нажимаем на нее. Нам нужен, допустим, обесточить дом. Посылаем команду. Все, она обесточилась. Да, услышал, что-то щелкнуло. Да, приходит сообщение к нам на телефон. Сейчас мы это увидим. То есть состояние выключено и температуру показывает. Нам надо включить. Нажимаем включить. Все, оно включилось. Но когда мы это все дело выключаем, у нас остаются в приоритете вот эти вот автоматики. Они должны быть всегда в работе. Понял. До них стоит еще у нас переключатель фаз автоматический. То есть это идет приоритет, вторая фаза. Вот как мы видим, вот она горит. То есть при пропадании даже второй фазы она будет переключаться на третью. После третьей, если пропадет, она будет переключаться на первую. Блин, такие сложности, да? Обычно такое не делают в частных домах, да, в квартире. Да нигде такое не Нигде такое не делают. Ну, где-то, может, в России делают, вот в Сыктывкаре я пока, по крайней мере, пока еще не встречал. Да, первый щит вот мы собрали такой. Ну, также вот у нас есть молния защита. Да, это вот у нас провод уже уходит на заземление, которое мы там забили. Ну, все защищено УЗО, соответственно, вот фаза А, фаза Б, фаза С. И у нас стоит еще противопожарный УЗО на вводе. Все. Очень мощный сам по себе щит и очень такая трудоемкая, интеллектуальная даже работа, да? Это можно сказать... На данный щит я потратил 3 дня. Просто это щит? Нет, там надо было додумать. У нас не работала сим-карта. Сначала ставили мегафон. Да. Потом в итоге я у сына взял сим-карту Теле2, вставил, все заработало идеально. Вот. Ну, с этим там тоже надо было чуть-чуть его попрограммировать, как бы. Ну, вот такие моменты. То есть такой элемент умного дома. Небольшой элемент, да. Уже есть элемент умного дома здесь. Уже с телефона можно управлять этим домом. А включать радиаторы можно? Вот это с него и управляется как раз. А, то есть я радиаторы Да, я смотрю температуру какая, да. Слушай, а радиаторы я хаотично включаю, например, одну комнату? Нет, сразу все включаем. Сразу все включаем. То есть это загородный дом, он как бы по сути только для отдыха нужен. Пока человек едет, час, грубо говоря, он уже дома тепло. Круто. Мне нравится. Дом. Включаем выключатель, загораются 2 светильника. Отапливаться дом будет на конвекторах. Соответственно, вот под них выводим нитки. Нет, где-то тут валялся наш ключ. Это у нас кухня. Здесь у нас двухклавишный выключатель, который отвечает за эти 2 света. Вот этот? Да, вот раз и 2. Это кухонная часть. Здесь пока непонятно, что как будет. Сказали пока вот так вот сделать. Ну, по крайней мере, там у нас Wi-Fi роутер будет находиться. Внизу у нас будет холодильник, посудомойка, стиральная машина, электроплита, розетка на фартуке. И розеточка под микроволновку. Около окон мы видим, также будет конвектор находиться. Вот.
Здесь будет у нас в дальнейшем зашиваться, будет находиться санузел. В санузле будут 2 розетки и выключатель света. Вот, также здесь будет находиться переключатель, который будет отвечать, вот ниточка вот висит, там будет бра находиться. И наверху она будет выключаться. Ага. Как проходной выключатель. Да. Здесь у нас вот, смотрим, Константин монтирует под ТВ-зону. Здесь будет также находиться двухклавишный выключатель, который будет включать свет один в моечной, а второй в парилке. Кабель там используем ПРКС, который специально для бани до саун. Выдерживает до 200 градусов температуры. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом вашей мечты, обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Будем рады построить дом вашей мечты. Пока-пока.